Йоу, народ! Вы смотрите Шаян Шортс. В конце недели нас ожидает еще один замечательный праздник. Это День космонавтики! Праздник посвящен первому полету человека в космос. Его совершил Юрий Гагарин. Космос – это, пожалуй, самая загадочная тайна, которая волнует человечество. Самые интересные факты только в нашей подборке. Всем привет! С вами я, Юнус. 12 апреля – День космонавтики. И сегодняшние интересные факты как раз об этом. Как говорится, поехали! Первый факт. Первым человеком, побывавшим в космосе, был Юрий Гагарин. Человек растет. В космосе нет гравитации. Поэтому космонавты вырастают на 3-5 сантиметра. Ну, неплохо. Космонавты не плачут. Точнее, не могут. В космосе слезы не стекают по щекам, а скапливаются вокруг глаз в виде шариков. Вот тебе грустно, а ты даже поплакать не можешь. 16 рассветов. Международная космическая станция летает так быстро, что космонавты видят закаты и рассветы каждые 45 минут. О, а если каждый раз снимать все это? Понедельник – день тяжелый. В российской и советской космонавтике они считаются неудачными. Поэтому вылетов по понедельникам нет. Ох уж эти понедельники. А если серьезно, профессия космонавта – это огромный труд, требующий хорошей подготовки и большого мужества. На этом все. Пока-пока. Весна – время праздников и фестивалей. А самый большой движ в республике – это созвездие Йолдызлык. В районах уже завершились зональные этапы. Сотни талантов, яркие луки, нереальная конкуренция. Жюри в шоке, зрители в восторге. Это реальный левел-ап для молодых артистов. Говорю это как участница. Чекаем наш репортаж. Наконец-то! Фестивальное цунами покрыло волной радости и веселья и мой любимый Зеленодольск. Сегодня завершаются зональные этапы республиканского фестиваля «Созвездие Йолдызлык». За 2 конкурсных дня члены жюри осмотрели порядка более 240 творческих номеров. Число участников перевалило за 1000. Что для тебя вообще такое созвездие Йолдызлык? Созвездие Йолдызлык – это для меня самый главный праздник в моей жизни. Я к нему готовлюсь упорно, не пропускаю занятия. И когда начинается мой номер, у меня мое сердце бьется сильно. Сцена сияет от энергии юных талантов. Сильнейшие вокалисты, ансамбли, мастера художественного слова, танцевальные коллективы. Конкуренция просто нереальная. А самое интересное, конечно же, за кулисами. Пришла весна, пришло созвездие, и вы выступаете на большой-большой сцене. Вот каково это выходить на сцену и показывать свой талант вот прям тысячам людям? Наверное, это одновременно и страшно, одновременно и интересно, то, что ты узнаешь много, то, что там, то свет тебе в глаза, то все. Ну, это прикольно и одновременно страшно. Это не просто фестиваль, а битва талантов. Созвездие – это праздник творчества и вдохновения. Никита! Юля, ты сегодня выступаешь? Да, вот как раз вот мы будем... Совсем скоро ты пойдешь на сцену. Какие эмоции тебя переполняют? Вот ты вот прям дрожишь, я ж смотрю. Честно скажу, у меня радость, немного страх, вот прям очень страшно, потому что боишься кулис. Это так вот очень страшно. Сцену люблю, кулисы
Кулис боюсь. Жюри пришлось нелегко, ведь выбрать лучших из лучших оказалось непростой задачей. И самое главное в этом фестивале – сбережение заветов наших бабушек и дедушек, предков, которые передали нам сокровища великой татарской культуры и многонациональной культуры народов российской, вот, которые живут в Поволжье. Победители выступят в суперфиналах, а гала-концерт пройдет в конце апреля. А Казань вновь стала спортивной столицей. У нас прошло первенство России по художественной гимнастике среди юниорок. Результаты открывают дорогу в сборную страны и на международные старты. Все участницы показали характер и мастерство. За их выступлениями наблюдали наши корреспонденты. Привет, друзья! Сегодня мы на первенстве России по художественной гимнастике. Сегодня мы увидим настоящие шедевры. Декорация отличается с мощью, а талант с упорством. Готовы к этому зажигательному шоу? Тогда поехали! Казань стала центром гимнастического безумия. Самые талантливые, самые упорные и самые юные звезды собрались здесь, чтобы показать, на что они способны. Более 150 участниц борются за первые места. На соревнованиях по художественной гимнастике спортсменки показывают свои навыки с помощью разных предметов, таких как мячи, обручи, ленты и булавы. Каждое их выступление – это волшебный танец. Привет, девочки! Откуда вы приехали? С Москвы! Мы приехали из города Ростов-на-Дону. Мы приехали из города Санкт-Петербург. У нас было по 2 тренировки в день. Тренировались долго, упорно, по-моему, месяца 2 или 3. У нас было несколько контрольных, отборочных контрольных тренировок. И подготовка, в принципе, прошла хорошо. Это не просто соревнование, это битва за титул, за право быть лучшей из лучших. Для тех, кто не в теме, по регламенту победители и призеры первенства получают путевку на отбор в юниорскую сборную России. Это их билет в большое будущее. Как у вас прошли соревнования, все ли у вас получилось? Прошло все достаточно хорошо, но мы могли сделать намного лучше, так как тренировались усердно. Конечно, не все получилось, но есть к чему стремиться. Будем стараться. Прошли соревнования хорошо. Были, конечно, недочеты, но мы будем работать дальше и на следующих соревнованиях покажем лучший результат. Конечно, есть над чем работать, но соревнования прошли достаточно хорошо. Мы довольны. И тренер тоже доволен, в принципе. Первенство России в Казани подошло к концу. Это было ярко, мощно и классно. За спортсменок порадовались. Юным артистам поаплодировали. А на очереди Ак-Калфак. В столице прошел финал всероссийского конкурса юношей и девушек. Он направлен на поддержку талантливой молодежи, знающей и любящей родной язык и культуру. Путь к финалу был непростой и состоял из нескольких этапов. Кому же достались гран-при? Узнаем, Оли мы! Финалисты всероссийского конкурса «Ак-Калфак» собрались в Казани. Лучшие из лучших встретились, чтобы продемонстрировать красоту родного языка, свои навыки и знания обычаев. Конкурс в этом году проходит в 9-й раз. Организаторам поступило более 100 заявок. Для участия в финале были отобраны 7 юношей и 7 девушек. Быйыл безнең финалистлар Казахстаннан, Свердловдан, Самарадан һәм Татарстанның төрле районнарыннан килде. Конечно, каждый хочет стать победителем, но для этого нужно пройти еще ряд испытаний. Например, в кулинарной мастерской пекли леш и учились плести из синельной проволоки. Участники соревновались не только в творчестве и кулинарии, но и продемонстрировали свои способности в спорте, татарском танце.
конкурсов красоты и таланта много, но Ак-Калфак – это немного другое. Здесь оцениваются не только творческие способности, но и знания национальных традиций, истории, языка, литературы своего народа. В нашей семье мы часто разговариваем на родном языке, мы смотрим фильмы, мы историю познаем. Финалистов наградили дипломами и ценными подарками. Присоединяемся к поздравлениям. Все-таки Татарстан – это земля талантов. И, конечно же, за 10 минут обо всех не расскажешь. Наш выпуск подходит к концу. Желаем вам классных выходных и только хороших новостей. Вы знаете, где всегда можно найти позитивный контент на shayantv.ru. Пока-пока!